О том, что наркотики – это путь в никуда, молодые люди знают давно. Опасность такого допинга подтверждает и информация от специалистов. Тех, кто ежедневно работает с зависимыми, в жизни все намного хуже. Главный нарколог Минздрава Ингушетии Джамбулат Ваделов доходчиво объясняет ученикам о том, что вовлеченным в это болото можно быть даже после первого употребления. Как это происходит так, что человек первый раз пробует наркотики? Вот там два фактора. Это люди, которые употребляют наркотики, друзья, с которыми начинают люди водиться, дружить. И такая опция, которая есть у каждого человека, это опция любопытства. Вот когда мы начинаем дружить с человеком, который употребляет наркотики, и, как правило, у каждого человека есть любопытство, через некоторое время то, что он расхваливает наркотики, и то, что нам любопытно попробовать, это берет верх над разумом, и мы пробуем наркотики. Наркотики всех разновидностей с точки зрения ислама относятся к категории запретного. Поговорить об этом с подрастающим поколением сегодня также приехал богослов Адам Миржоев. Тот мусульманин, который употребляет запрещенные Всевышним вещества, считается грешником. С таким человеком истинные мусульмане предпочитают не иметь каких-либо дел, в частности, заводить дружбу, утверждает богослов. Дети внимательно слушают информацию. Благодаря мягкой и познавательной подаче все сказанное воспринимается куда серьезнее. Многим, как показал опрос, никогда не приходилось сталкиваться с наркотиками. К наркотикам я отношусь отрицательно, так как кроме вреда они ничего не могут принести для человека. Продолжительность жизни человека после употребления наркотиков является максимум 10 лет. Я бы порекомендовала своим ровесникам не связываться с наркотиками, несмотря на какие-либо причины, даже если им скажут, что это нормально, всего разочек не навредит, или возьмут на слабо, не стоит на это вестись, в итоге вы сделаете себе намного хуже. Насвай, снюс, лирика и другие одурманивающие вещества в наше время достать не составляет труда. Единственный способ уберечь себя от них – не пробовать. Подобные профилактические мероприятия в значительной мере помогают бороться с этой проблемой. مصيو أورا نخ أرصق باوجه ده بيج ببوغ بير إشت سوتي براويق هيجيها اسمه يوجو موتي جوي دقة خليها إن شاء الله لزرق لزر قيتا سبعي خش حمن يخي بخا كيجنا مخكري كيزك خبّي إن شاء الله كيزك خبّي. Наркотики – это вещество, способное оказывать негативное влияние на нервную систему и вызывать изменения в сознании человека. К сожалению, число употребляющих год от года не уменьшается, и попадают в эту сеть в основном люди молодого возраста до 35 лет. Сегодня наркозависимость – одна из самых серьезных проблем нашего общества. Потому по всей стране с 3 апреля проводится оперативно-профилактическая операция «Дети России». Такие беседы, они приносят большую пользу на самом деле, потому что дети растут, все-таки вот это вот агрессивное информационное поле, которое нас окружает, оно навязывает какие-то определенные стереотипы, с которыми нужно бороться. Наши ученики, они очень хорошо отвечали на вопросы, у них есть осознанность, и я надеюсь, что все эти беседы, вся эта воспитательная работа, она пойдет на пользу. Среди наших учащихся не должно быть употребляющих и заинтересованных в употреблении наркотиков. Акция «Дети России» будет проходить в 2 этапа – с 3 по 12 апреля и с 13 по 22 ноября 2023 года. Наркотики угрожают сегодня всем и каждому, поэтому для борьбы с их распространением необходима ответственная, комплексная, беспрерывная работа правоохранителей, медиков, системы образования, также семьи и всего общества. Малика Измайлова, Абдулла Халухоев, Новости 24.